Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне Шәмәрдән лицейы укучылары һәм укытучылары сәламли. Сәлам. Җиңгән чакта башка авырлык, җитми калса кеше сагырлык. Сиздер ничә ярдәм икәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Сиздер ничә ярдәм икәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле кыңгырау, шыңгырау яуаның сырау. Барсына да җавап биргәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Барсына да җавап биргәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Кошыгып дөньядан гына, бәхет безне эзләп табына. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында. Безнең өчен сез тир түккәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Безнең өчен сез тир түккәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Безнең өчен сез тир түккәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Иң сабыр, иң галим, иң күркәм, иң гүзәл кеше дип юкка гына әйтмиләр укытучылар хакында. Чыннан да, бу сыйфатлардан башка мөгаллимнәрне күз алдына китереп булмый. Психолог та, остаз да, иптәш та алар. Укытучы булып туарга кирәк. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Шуңа күрә дә сүзебезне укытучыларга багышланган музейдан башлап китәсе килә. Әлеге музейда Шәмәрдән мәктәбендә балаларга укыту һәм тәрбия биргән барлык укытучыларыбызның хезмәт юлы чагылдырылган. Әйдәгез хәзер сүзне музейның җитәкчесе Камзина Алия Мислахетдин кызына бирик. Добро пожаловать в наш школьный музей. Наш музей был создан в 2018 году, и называется он «Сердце, отданное детям». Здесь собраны альбомы, повествующие о трудовых буднях наших учителей и многих бывших учеников. Немного истории. В 1922 году в Шамардане была основана начальная железнодорожная школа, директором которой был Яковлев Константин Александрович, он же и первый учитель. В 1929 году было построено двухэтажное здание «Дом крестьянина». Перед началом Великой Отечественной войны это здание было передано под школу. В школе насчитывалось 214 учащихся, а учительский коллектив состоял из 7-8 человек. Первый директор Шамарданской 7-летней школы Цитронов ушел на войну и героически погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Новая школа в Шамардане была построена в 1972 году. Ее директором стал Хамзин Шавкат Анварович. В ней обучалось 1144 ученика, работало 120 учителей.
2004 год стал знаменательным в жизни Шамарданской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов. Ясным сентябрьским днем распахнула свои двери новая красивая школа на 1000 учащихся. И сейчас в школе трудится сильный коллектив учителей, победителей всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсов, обладатели грантов. Болашақның гүзәл бір мезгілі, қадірімді менің бүгінде. Қолға тұтып шешек бәйләмләрі, келген күнім білән келені. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Хош келдің сен балам әйдә дейін, алып кеттің тұрмыш юлынан. Ауыр шақта ярдәм қолын суздың, сақладың сен ялғыш адамнан. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Үйреттің сен ярат балам дейін, туған елі әткәң әкәңнің. Ғұмрың бойы халқың үшін тырыш, ұнытма сен туған еліңні. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Қыңғыраулы мектеп елларына, алып қайта мені ойларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Оқытушы апам яшасыман, уларым сіз менің қызларым. Уларым сіз менің қызларым. Оқытушы. Нинди ғырур исем. Яш буынның киләчәге, аларның язмышы укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә, дигән бөек рус язучысы Александр Фадеев. Безнең укытучыларыбыз өлкән остазларның тәҗрибәсен үзләренә үрнәк итеп алалар. Шуңа күрә алар гел югары үрләрне яулыйлар. Ирешкән нәтиҗәләр белән таныштыру өчен сүзне лицейбызның директоры Илфат Рөстәм улы Мөхәммәтовка бирик. Шәмәрдән мәктәбе элек-электән мактаулы, даны тирә-якка таралган мәктәп. Мин моның белән бик горурланам. Бүгенге көндә өлкән буын укытучыларыбыз салган сукмактан ныклы адымнар белән атлап барабыз. Лицейбыз укучылары гөрләтеп укый, гөрләтеп яши. Әлбәттә, тырыш хезмәтнең нәтиҗәләре бик байтак. Мисал өчен, 2022-23 уку елында
Бүтән Россия фән олимпиадалары бәйгесендә 93 призлы урыныбыз бар. 10-нчы сыйныф класс укучысы Маметова Асия рус теленнән республикада җиңү яулап, Екатеринбург шәһәрендә Татарстан данын яклау бәхетенә иреште. Укытучысы Садыкова Ләйсән Рашитовна. 11-нчы сыйныф класс укучысы Нурмиева Ильвина республика күләм тарихи-мәдәни Тархан бәйгесендә катнашып, призлы урын алып кайтты. Укытучысы Гатаулина Инҗе Илнуровна. Идел буе регион-ара Будущий большой химия бәйгесендә 25 укучыбыз югары күрсәткечләр күрсәтеп, призлы урыннарга ия булдылар. Бу инде тулы коллективның бердәм хезмәт җимеше. Шулай булмаса, чыгарылыш классында 5 медалист була алыр идеме? Яисә 13 укучыбыз бердәм дәүләт имтиханнарын 80 һәм аннан да югары балларга бирә алырлар идеме? Бу инде санап китсәк, күрсәткечләр бик күп, Аллага шөкер. Бу әлбәттә укучы һәм укытучыларның бердәм хезмәт җимеше. Бу күрсәткечләргә күпме көч, тырышлык, хезмәт һәм сабырлык куелган. Сүз дә юк, алдага торган бурычларыбыз тагын да зоррак. Хәзерге үсеп килүче буыннарыбызны, хәзерге заман таләпләренә туры килерлек итеп әзерләү, кайда булсалар да югалып калмаслык итеп, һәр баланы илебезнең патриоты итеп тәрбияләү, ул безнең бурычыбыз. Киләчәктә коллективыма зурдан-зур хезмәт уңышлары, сабырлык, тырышлык телим. Укул энә белән куе казу юкка гына әйтмәгәннәр билгеле. Бергә булсак, бердәм булсак, бар да булыр дип ышанам. Илләребезгә тынычлык, һәрберебезгә уңышлар телим. Укытучыларыбызның хезмәте һәр вакыт югары бәяләнә. Җәмгыять белеме укытучысы Ләйсән Мәҗит кызы Емельянова Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының Мәгариф отличнигы күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте, үсеп килүче буынга белем һәм тәрбия бирүдә ирешкән уңышлары өчен татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлсирә Госман кызы Мулла Салихова Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медаленә лаек булды. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, прекрасное далеко я начинаю путь. Обещаю, стану чище и добрее, в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко,
Үткәннәр турында түкмичә эчми киләчәк буынга тапшыру һәр кемнең бурычы, һәр халыкның үз эзе бар. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Шул уңайдан лицейбызда милли мәдәниятләр дип исемләнгән фестиваль гөрләп үтте. Ә хәзер шул чараның мизгелләрен күрерсез. Знак высочайшей общественной значимости. Профессия учителя. 2023 год посвящен нашей стране педагогам и наставникам. Известно, что среди русских классиков XIX века были и талантливые преподаватели. Сегодня наш разговор о русских писателях, учителях. Иван Андреевич Крылов, русский публицист, баснописец, поэт и издатель сатирико-просветительских журналов. В 1797 году он познакомился с князем Сергеем Голицыным, который пригласил его в свое имение. Так баснописец стал не только домашним учителем лицея князя Голицына, но и приходящих в дом товарищей. Крылов преподавал основы русской словесности, иностранные языки, давал уроки музыки. Он вел уроки шутя, вызывая оживленные споры, пробуждая любознательность. Ивана Андреевича Крылова знаю и люблю по сей день за его мудрые, жизненные и искрометные басни. Проказница мартышка, осел, козел, да косолапый мишка. Затеяли сыграть квартет, достали нот, баса, альта, 2 скрипки и сели на ложок подливки, принять своим искусством свет, ударили в смычки, берут, а толку нет. Стой, братцы, стой! Кричит мартышка. Погодите, как к музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом Мишенька садись против альта. Я, прима, сяду против Торы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшет лес и горы. Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Постойте ж, я сыскал секрет. Кричит осел. Мы верно уж поладим, коль рядом сядь. Послушались осла, уселись чинно в ряд, а он все-таки не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шумах прилететь. Тут хором все к нему, чтоб их решить сомнения. Пожалуй, Говорят, возьми на час терпение, чтобы квартет в порядок наш привести. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть. Чтоб музыкантом быть, так надо на умение и уши ваши понежней. им отвечает соловей. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Известный русский поэт Василий Андреевич Жуковский, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Педагогическое призвание появилось у Жуковского в 22 года, когда он становится домашним учителем своих племянниц. Занимаясь с ними, Жуковский часто повторял: «Уча, мы учимся». В 1817 году поэт обучает русскому языку и литературе жену царя Николая I, Александру Федоровну. Позже стал учителем русского языка великих княгинь Александры Федоровны, будущей императрицы и Елены Павловны. Позже назначен на должность воспитателя наследника престола, будущего императора Александра II. Своим учителем считал Жуковского и Александр Сергеевич Пушкин. В сентябре 1815 года Жуковский дарит ему в честь окончания поэмы «Руслан и Людмила» свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полны. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой.
И 30 витязей прекрасных, чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Ягой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Известный русский писатель и мыслитель XIX века Лев Николаевич Толстой также учительствовал. В 1859 году Лев Николаевич занялся устройством школы в Ясной Поляне, в своем родовом имении. В Яснополянской школе царили особые правила. Ученикам давали полную свободу. В классе ученики сидели там, где хотели. Домашнюю работу давали не надо, а делали прямо в школе. Лев Толстой написал азбуку, школьное пособие для обучения детей чтению, письму и арифметике. На урок, на урок. А ты, паренек, что тут стоишь? Все ребята на урок побежали, ты иди в класс. Да что-то боязно мне заходить-то. А ну как учитель прогонит? Не прогонит, иди. Читай, Маша. У Тани кот. Хорошо, читай, Вася. У Вани коза. Хорошо, молодцы. А ты кто, мальчик? Что ж ты стоишь? Или говорить не умеешь? Ну так иди домой, коли говорить не умеешь. А я бы рад сказать, а у меня от страха в горле пересохло. Да что ж ты плачешь? Ребята, может, вы знаете, кто этот мальчик? Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно в школу просится, да его мама не пускает. Он украдкой в школу пришел. Ну тогда садись на лавку. А я попрошу твою маму, чтоб тебя в школу водила. А ты буквы какие-нибудь знаешь? Знаю, да и читать немножко смогу. Ну-ка, сложи свое имя. Сейчас. Хвея, хви. Лея, ли. Пое, пок. Филиппок? Молодец. А кто ж тебя читать учил? Костюшка, я бедовый. Я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Ты погоди хвалиться, а поучись. Ершов Петр Павлович, русский поэт, прозаик, драматург, учился на философско-юридическом отделении Петербургского университета. Вернувшись по окончанию университета на родину, стал учителем Тобольской гимназии, а затем инспектором и директором гимназии. Один из его учеников – Дмитрий Иванович Менделеев, создатель периодической системы химических элементов. Ершов Петр Павлович – автор знаменитой стихотворной сказки «Конек-горбунок». Он задумал своего конька-горбунка как веселую сказку о смелом Иване, о глупом царе и о волшебном коньке-горбунке. За лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки 3 сына, старший умный был детина. Средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Внимание, внимание, внимание! Открывается веселое гуляние. Торопись, чувствуя, народ тебя ярмарка зовет. На ярмарку, спешите все сюда. Здесь шутки, песни, сладости. Давно вас ждут, друзья. Братья, будем торговать и пшеницу продавать, и с набитою суммой возвратимся мы домой. Но теперь мы их оставим. Позже сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван. Как в беду чуть не попал, как хитро поймал жар-птицу, как похитил царь девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селении киту выпросил прощения, как к числу других затей. Спас он 30 кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился, словом сказывать о том, как он сделался царем. Много профессий изобрели люди, но только 2 от Бога – учитель
и врач. И первое особенно значимое, потому что сердце дается детям. Учительское сердце. Ну с чем его сравнить? С галактикой космической, которой нет границ? А может, с солнцем ярким, что дарит людям свет? С пучиной морской, что дремлет сотни лет? Нет, сравнивать не будем, а скажем мы: стучи, учительское сердце, надейся, верь, люби. Ой, да пойду по свету, как за зимою лето, я за тобой, суженый мой. Ой, глубока креница, ой, холодна водица, девица, красавица. День над водою, под луной, молодою, за зеленой листвою мы с тобою. Лесом, полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою, под луной,
Aşık kalıp yigirem dep, muhtarga aşıkma. Sen mine yigirip qora, yumurta salıp qoşuqqa. Kim oynay? Men oynayım. Kızlar siz hazır mı? Biz hazır. 1, 2, 3 başladı. Menesi basıyor şile, yeniden inine. Yığır tizerek, inavdan ki, yığı vahana kurma. Kim oynay? Men. Kızlar siz hazır mı? Biz hazır. 1, 2, 3 başladı. Kimlerdir, kimlerşidir, benim yanıma geliniz. Eyda karı görüşüp, kapşık deyip şabaşıp. Kim oynay? Men oynayım. Siz hazır mı? Biz hazır. 1, 2, 3 başladı. Muhtana dip uyuanağız. Min urunlu muhtanam şun kimne bu şilnekle kuz beyle foto alam. Gilyani sen hazır mı? Min hazır. Olaysa başlayız. 1, 2, 3. Burada türlü yarışlar, jir yarışı, kapşık yarışı, en kızıl kolda arkan tartışı. Muaylar kızlar siz hazır mı? Biz hazır. Siz hazır mı? Biz hazır. 1, 2, 3 başladı. Сабантуй, сабантуй, шунда кызык күңелле, ничек класска керешергә? Мин соң егет түгелме? Ник безгә дә көрәшмәскә?
күргәнегезчә, лицейбызда укучыларга милли гореф-гадәтләр һәм йолалар аша рухи әхлаки тәрбия бирәләр. Илебезне яратырга өйрәтәләр. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина, как монолит. В горниле победы сегодня, как сталь, опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции, светы и тысячи лет продолжится летопись наших побед. И если вагон налетит воронье, и снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. В этом слове источник силы, повторяем вперед, Россия, Россия, Россия. В этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Стать настоящими патриотами своей Родины позволяет новая всероссийская программа «Орлята России». Она уникальна. «Орлята России» вовлекает младших и старших школьников, учителей, родителей, советников директоров по воспитанию и педагогов-организаторов в одно общее интереснейшее событие, причем всероссийского уровня. Программа «Орлята России» направлена на формирование социально значимых качеств личности учеников начальных классов, которые в течение учебного года проводят обучение по 7 трекам, ключевым направлениям развития. Также участники программы развивают социальные навыки, учатся выстраивать эффективные отношения внутри команды и, конечно же, общаться с разными по статусу и возрасту людьми. Программа «Орлята России» позволяет помочь ребенку не только войти в этот сложный мир, но и стать настоящими патриотами своей Родины. Добрый день, мальчишки и девчонки! Добрый день, педагоги и гости! Сегодня для вас особенный день. Вы участники торжественной церемонии посвящения в «Орлята России». «Орлята России» – это крепкое и нерушимое содружество, как наша страна и российский народ. «Орлята России» учатся, растут и мечтают вместе под флагом нашей Родины, который объединяет и вдохновляет нас на новые великие свершения. Ребята, чтобы стать орлятами России и вступить в наши ряды, вы должны знать правила орлят. Теперь мы проверим, знаете ли вы эти правила. Орлята живут по особым законам.
появления Орлята России как символ принадлежности к Содружеству Орлят. Сейчас мы предлагаем вам собраться всем классом в большой и дружный круг Орлята России, как символ единства и олицетворения настоящей дружбы. Поздравляем вас с гордым званием Орлята России! У Орлят есть своя главная песня, которую знает и любит каждый. Для вас звучит песня «Орлята России». Орлята России, нас выбрало время. Мы дружба и сила, мы гордое племя. Взмах тысячи крыльев, порыве едином, дороги откроет высотам орлиной Орлята России. Орлята России, мы лидеры детства, мы юность и сила великой страны. Традициям славным, любимой отчизны, вперед все стремительно будем верны. Орлята России, Орлята России, Орлята России, это мы! Безнең лицейда белем һәм тәрбия алу өчен барлык шартларда тудырылган. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән Шәмәрдән лицее әзерләгән тапшыру ахырына якынлашты. Тапшыруны 11-нче сыйныф укучысы Нарина Шафигуллина Һәм 9-нчы сыйныф укучылары Ислам Габделбаров һәм Сумая Биктина алып бардылар.